Это программа «Новости». Здравствуйте. Расскажем о главных событиях к этому часу и коротко о темах выпуска. Бессимптомность в ряде случаев – одна из основных опасностей. Ведущий вирусолог страны рассказал президенту об особенностях коронавируса. Мирнинцы жалуются на рост цен. В социальных сетях они рассказывают, как в несколько раз подорожали фрукты, овощи и гречка. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Столичная третья школа не стала мириться с обвалом популярных платформ и организовала онлайн-обучение на своих серверах. Положительный результат анализа на коронавирус у якутянки, прилетевшей из Нидерландов, подтвердился в центре «Вектор». Об этом глава Якутии Айсен Николаев рассказал сегодня в ходе брифинга по эпидобстановке в регионе. Таким образом, количество заболевших COVID-19 в Якутии теперь составляет 16. 8 человек выздоровели и выписаны из больниц, 8 продолжают лечение. Режима самоизоляции для жителей наших городских округов Якутска, Жатай, для Мирнинского и Нюрнбергского районов – это абсолютная необходимость. Многие решили, что раз погода стала теплая, пришла весна, то можно смело выходить на улицу. Ничего подобного. Как раз вирус себя наиболее вольготно чувствует при температурах 4-5 градусов, которая как раз у нас днем устанавливается сейчас на территории данных муниципальных образований. И риск переноса коронавирусной инфекции становится гораздо больше. Мы сегодня видим, как болезнь начинает убыстрять свое распространение на территории других регионов Российской Федерации, причем не только Москвы, но уже и уральских, сибирских, дальневосточных. Достаточно посмотреть на соседнюю Бурятию, так, и угроза с нашей республики, она далеко не снята. Глава также рассказал об успехах и трудностях дистанционного обучения. В Якутии сегодня порядка 147 тысяч учащихся, и 97% из них перешли в онлайн. Как и с любой техникой, не обходится без неполадок, падает соединение, отключают свет, но эти вопросы решаются, и в ближайшее время процесс будет налажен. Тем более сегодня ночью я принимал участие в прямом эфире практически вместе с министром просвещения нашей страны Сергеем Сергеевичем Кравцовым, на котором также было сказано, что сегодня и в части совершенствования образовательных платформ крупнейших, таких как российская система РЭШ, система Учи.ру и так далее будут дальше совершенствоваться для того, чтобы нашим детям было удобно работать. И принято решение о переносе ЕГЭ, сроки будут сдвигаться. И здесь нам тоже надо понимать, что никаких отмен ЕГЭ, как многие сейчас пытаются представить ситуацию, не будет. Будет именно сдача единого государственного экзамена. И к нему, конечно, надо будет большую организационную работу проводить. Но и детям нашим, конечно, надо серьезно к нему тоже готовиться. В ходе эфира на Первом канале Айсен Николаев рассказал, что онлайн охватил 110 тысяч школьников в Якутии. 25 тысяч находятся в труднодоступных населенных пунктах, продолжают обучаться малыми группами по традиционной системе. Кроме этого, обсуждался вопрос зачисления в нынешних условиях в вузы. Министр просвещения России Сергей Кравцов выступил против предложения провести зачисление на основании полученных в школе оценок. Он сказал, что это приведет к неравенству. Также министр просвещения подчеркнул, что единый государственный экзамен отменен не будет. Конечно, мы здесь с коллегами постоянно... Тогда как большинство учреждений Якутии подключились к популярным платформам Zoom, Discord, третья школа Якутска установила программу на собственном сервере, обслуживающем только их детей. Удалось ли таким образом избежать неполадок с соединением и падения онлайна, узнаем у Нюргуяны Егоровой. Нурпери, покажи себя. Здравствуйте. О, Даяна. Тогда как большинство учреждений подключились к популярным платформам Zoom, Discord, при этом испытывая определенные сложности в техническом плане и в скорости интернета, третья школа установила программу на собственном сервере, что позволило без проблем войти на платформу, обслуживающую только их детей. Дети могут регистрироваться, записываться на курсы своих преподавателей. Учителя, в свою очередь, могут размещать свои образовательные материалы, давать тесты и получать обратную связь. И также у нас с нашей платформой связана
онлайн-комната. У нас каждый день по расписанию проходит в соответствии с Санпином по 2-3 урока. Первый этап онлайн-платформы запустили в феврале 2020-го во время карантина. А с 6 апреля приступили к дистанционному обучению школьников среднего и старшего звена. Дети адаптировались быстро. Уроки проходят в формате живой беседы. Ну, я могу сказать, что все прекрасно, меня все устраивает. Моих одноклассников тоже очень все очень хорошо. Лучше, конечно, в школе. Вот. По одноклассникам вообще скучаю прям. И по одноклассницам вообще по всем. Сегодня у нас было 2 урока. Это география и история. И они длились 30 минут. Программная часть платформы может обеспечить одну школу без каких-либо проблем, хотя вначале были затруднения. Не было учебного плана, соответствующей документации, не было ясности также о продолжительности уроков. Сложности в реализации проекта возникли еще и в процессе обучения учителей. Это заняло довольно-таки длительное время. Вопросы отметались по ходу работы. До этого мы провели проверочные уроки. И вчера у меня занималось 19 человек. Очень хорошо ребята занимались. Конечно, соскучились. Им очень хотелось со всеми переговорить. Я дала им задание, и они сразу мне отправили то, что они сделали. Это у нас, как называется, классная работа. А так, после обеда они делают домашнее задание. Сложно. Сложно, но и детям интересно. Вебинар-комната предназначена специально для образовательной деятельности. Программа имеет большие возможности для обучения. Можно демонстрировать видео, презентации, вносить пометки на доске. Онлайн-школа хорошо зарекомендовала себя в процессе работы. В администрации школы признаются, что платформа будет иметь право на дальнейшее применение и после пандемии. Уже есть новые проекты и идеи. Евгения Егорова, Илья Сыромятников, Якутск. Оценить возможность сокращения нерабочих дней в России можно будет через неделю, когда пройдет инкубационный период после начала самоизоляции. Об этом на встрече с президентом сказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. Он рассказал Владимиру Путину о структуре нового коронавируса, который у более чем 80% инфицированных протекает в легкой форме. Среди других особенностей распространения вируса – бессимптомные носители. Они обеспечивают передачу инфекции без клинических проявлений. На совещании говорили и о новой тест-системе на иммунитет к коронавирусу. Ее зарегистрируют уже 10 апреля. До середины лета она будет проходить клинические испытания, а 29 июня протестируется на 180 добровольцах. С конца марта объявление так называемых каникул, хотя мы все прекрасно понимаем, это именно стадия ограничения контактов. А это важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцесса. Оно дает себя знать. И несмотря на то, что у нас продолжается рост заболеваемости внутренней, мы его наблюдаем, фиксируем, но вот результат, учитывая инкубационный период, результат вот этого ограничения мы будем наблюдать через неделю. Оно будет заметно снижение заболеваемости или дальнейший рост. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальнем Востоке. Оно необходимо для того, чтобы разгрузить другие больницы ведомства в связи с угрозой распространения вируса COVID-19. В течение 10 суток необходимо нарастить емкость судна до 450 мест для размещения на нем неинфицированных больных. По словам Шойгу, на текущий момент важнейшей задачей Минобороны является строительство новых госпиталей и ввод в эксплуатацию 16 многофункциональных медицинских центров, а именно в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На эти цели министерству выделено 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Поручаю командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток растить емкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест для размещения на нем неинфицированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений Министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции.
Возвращаемся к новостям нашего региона. Мирнинцы жалуются на рост цен. В социальных сетях они пишут, что с началом самоизоляции в несколько раз подорожали фрукты, овощи и гречка. Так ли это на самом деле? Отправилась узнать в местные магазины. Мария Урцева. Кило гречки за 78 рублей, макароны 80 рублей за 450 грамм. Хотя еще пару недель назад эти продукты стоили в среднем на 11 рублей дешевле. Проверить цены на продукты решила и наша съемочная группа. Отправились в несколько популярных торговых точек города. Во мнениях покупатели, к нашему удивлению, разошлись. Яблоки, по-моему, подорожали. Или мне так кажется. Овощи немножко, да, цена подросла, особенно огурцы, помидоры, на фрукты нет. Только четверть опрошенных горожан отметили, что заметили подорожание на фрукты и овощи. 100% респондентов считают, что цены на социально значимые продукты остались неизменны. Мониторинг цен на продовольственном рынке, который ведет на территории муниципального образования Мирнинский район наше управление по развитию предпринимательства, показал, что за последнюю неделю произошло повышение цен в основном на крупы, фрукты и овощи от 3 до 5%. С чем это связано? Это, конечно, связано с спросом самих мирнинцев, которые довольно серьезно затарились за последние 2-3 недели в наших продовольственных магазинах. Все оптовики подтвердили, что спрос был. Сейчас он, конечно, значительно упал. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что проблем с продовольствием мы не видим. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Первую сваю нового детского сада установили в Амгино-Нахаринском наследии Амгинского района. Начало строительства жители ждали более 10 лет. Прежде детский сад размещался в старом аварийном здании. Сейчас воспитанники и коллектив ютятся в мастерской. Работы ведут в рамках нацпроекта «Демография». Строительство ведет фирма «Дирекция по строительству». Она уже ввела работы по детской школе искусств в центре Амги и адаптивного спортивного зала в селе Битюнь. Уже 1 сентября 2021 года дети села надеются войти в стены нового детского сада. Начато строительство детского сада на 75 мест. Это в селе Нёс в рамках национального проекта «Демография». Но объект представляет собой 1300 квадратных метров. Детский сад на 75 мест. Но мы знаем этот наследие, и все жители этого наследия очень многие года ставили вопрос о строительстве этого, но на сегодняшний день правительство поддержало и включило в федеральную программу. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале.